Добрый вечер. Эфир телеканала ТР продолжает Бугунь. Я Роман Спиридонов. И начнем мы этот час с новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев провели встречу с представителями крымско-татарского народа. Во встрече принимали участие лидер крымско-татарского народа Мустафа Джамилев, заместитель председателя Меджлиса и народный депутат Ахтем Чийгоз, и делегат Курултая, член, народный депутат Украины Рустем Умеров. Вот о подробностях этой встречи, о том, о чем говорили ее участники, мы сейчас поговорим с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джамилевым. Он с нами на связи. Селям алейкум, Мустафага. Алейкум салям. О чем шла встреча? Вот в прессе появилась информация, что обсуждали в том числе и проекты строительства, о которых есть договоренность с турецкой стороной, о строительстве 1000 квартир для крымских татар, о строительстве соборной мечети, о культурных центрах. Расскажите в подробностях, о чем шла речь. М, Вы меня слышите, Мустафага? Еще в формате встречи должен был быть Рифат Чубаров, но поскольку он только что... Да, вы меня слышите? Да, да, Да? теперь слышим, да. Слышите меня? Да, 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 уже слышим. Да. А, Собственно говоря, они хотели встретиться с нами еще до встречи с президентом, для того, чтобы узнать от нас наши проблемы, чтобы эти проблемы также обговорить и президентом. Мы говорили о всех вот этом комплексе проблем, которые вы упомянули. В том числе говорили о том, что мы ранее договаривались с президентом о том, что он поддержит, подаст от своего имени законопроекты. Там 3 законопроекта по статусу крымско-татарского народа, по коренным народам, а также поправку в Конституцию. Указ о взаимодействии Меджлиса крымско-татарского народа с офисом президента. И последнее — это указ о взаимодействии Меджлиса с офисом президента, и, наконец, о уполномоченном крымско-татарского народа при президенте. Все эти вопросы с президентом были согласованы, но почему-то не решаются до сих пор. Мы думали, что, может быть, будет целесообразно, потому что турецкая сторона тоже у нас спрашивает, что происходит с этими законами, почему вот у вас нет постоянных контактов с президентом, как это было при пятом президенте. Ну, мы сказали ситуацию, я говорю, вы можете поинтересоваться у них, мы тоже сами не можем понять, в чем дело. Потому что нам дают слово, дают обещания, но ничего не выполняется. Вот это обсуждали. Но действительно, как вы упомянули, много времени у нас отняло обсуждение проекта строительства жилья. Это потому что у нас и у офиса президента, а точнее с его главой офиса Ермаком, противоречия. Они настаивают на том, чтобы вот это жилье преимущественно строилось в Херсонской и Николаевской области, а мы говорим, там практически нет крымских татар. А если есть, это оставшиеся, это не вынужденные переселенцы после оккупации, а еще советских времен. Они как-то обжились, и жильем проблема не так острая, как у уже покинувших, вынужденных покинуть свою родину Крым после оккупации. И самое большое число крымских татар у нас живет в Киеве, где-то около 10 тысяч. Там еще во Львове есть, в Виннице, Харькове. Мы планируем, что в основном упор делать на Киев, а также по 5 городам. Это Харьков, Одесса, Киев, Львов, Днепро. Вот по этому вопросу мы не можем найти общего языка, хотя турецкая сторона наших предложений считает наиболее разумными, наиболее правильными, более отражающими интересы вынужденно переселенных наших соотечественников. Ну, вот это в основном обсуждали. Ну, кроме того, мы говорили, поблагодарили турецкую сторону о том, что
за то, что турецкая сторона активно поддерживает идею создания крымской платформы для обсуждения вопроса деоккупации Крыма. И она не только поддерживает, но уже заявила о своей готовности участвовать в этой платформе. Мы, в свою очередь, просили турецкую сторону о том, чтобы Эрдоган использовал свое влияние для того, чтобы привлечь в эту крымскую платформу и те не присоединившиеся страны, страны исламского мира. В той ситуации, как мы оказались, нельзя оставаться нейтральными. То есть у меня нет такого принципа быть нейтральными, когда идет борьба между добром и злом. Вот эту мысль мы ему говорили, но пообещали, что все это ведут до Эрдогана. Вот такой вот был круг вопросов, который мы ожидали. Если говорить о квартирах, и если идут даже споры и непонимание с офисом президента о том, где их строить, а что тогда говорить о финансировании этого проекта? Что-то известно? Есть ли уже какие-то реальные движения в реализации этого проекта? Нет, полностью же финансирование идет от себя турецкая сторона, а со стороны Украины только предоставить землю для строительства. Поэтому тут проблем с финансированием не будет. По поводу Киева нам говорят, что земли нет для строительства. Я еще там в Стамбуле, когда мы встречались, я подходил к президенту и говорю, давайте вернемся в Киев, я принесу карту. Алло. Да, я вас слышу. А видео есть, потому что у меня сорвал голос здесь. Мы вас слышим. Вот возникает вопрос. Строительство, оно же всегда дороже, чем приобретение, допустим, квартир у застройщика. Почему именно решили пойти по такому пути? Мы, ну, во-первых, дороже чуть-чуть, по крайней мере. А во-вторых, видимо, тут такое, они прямо это не говорят, но задача, видимо, в том, что средства, которые турецкая сторона хочет потратить, на это вернулись обратно в Турцию, потому что будут задействованы турецкие строительные компании. Там же тоже есть проблема обеспечения работой. Вот у меня такое видение. И кроме того, они хотят, если строить жилье, то одновременно там должны быть какие-то детские садики, там, что такое, школы. Одновременно они это хотят. А если покупать, то это получится разрозненно в разных местах. Я, когда мы еще с Зеленским вместе были, это в прошлом году, в августе, я об этом тоже говорил прямо по билету, пока построите, мы уже освободим, и ваши квартиры нельзя ли их купить. Ну и тогда Эрдоган не отвечал, Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел, сказал: Мустафа Бей, ну мы же договорились о том, что вы представляете землю, а вы строите. Что вы представляете других? А на каком этапе строительства мечети? Сейчас мы уже эскизный проект передали, наш один институт. Он будет делать детальный проект. И мы полагали, вообще-то рассчитывали, что если состоится саммит Крымской платформы, на этом саммите заложить и камень. Там не только соборная мечеть, там и культурный центр, это большой комплекс на площади где-то около 3 гектаров земли. Ну, если скажем, ну, опять-таки, уже вот подали давно на то, чтобы они детальный проект делали, но из Киевского горсовета там еще пока мы даже не получили ответа. Принимается этот проект, соответствует ли он там этим условиям. В общем, они должны дать подтверждение, но до сих пор его нет. Я, по-моему, 3-4 дня тому назад официальное письмо направлял туда, чтобы они ускорили ответ. И вот эта разработка детального проекта, по разным оценкам, займет где-то около 7-8 месяцев. Но до окончания этого детального проекта уже можно приступать к строительству. Закладывать камень, закладывать фундамент.
Э, Я думаю, что вот как только будет вот это потепление, все эти формальности будут решены, и мы, я думаю, уже в апреле, в июне планировали. Но поскольку, как я понял, саммит, который мы планировали на 19 мая, не может состояться, потому что там Давос, и там другие дела, скорее всего, он будет перенесен где-то на август. Это предположительно. Я не знаю, как в августе еще сложится ситуация. Ну, вот такая вот ситуация. А Ам, мы как-то хотим это привязать именно к саммиту Крымской платформы, но если это не получится, то мы будем делать по-другому. Что происходит с коммуникацией с офисом президента? Мы просто про эти попытки встречи слышим уже не один месяц. И с той стороны звучат заявления, что готовы пойти навстречу. Что последний раз, когда вы контактировали, о чем говорили и в чем, собственно, проблема коммуникации? Вот это вот для нас тоже загадка. Почему вот мы еще 9 августа 2019 года на нашей первой официальной встрече, где я, все народные депутаты от крымских татар, трое, и председатель Меджлиса обсуждали и законопроекты, и вопрос уполномоченного, и о взаимодействии офиса и Меджлиса крымского народа, на все получили положительные ответы, сказали да, что мы вот готовы, мы это будем делать, и тишина. Вторая наша встреча, это было 18 мая этого года, годовщина, 76-й годовщина депортации. Опять подняли эти вопросы, спросили, в чем дело. Президент говорит, ну давайте создадим рабочую группу, которая подготовит окончательные варианты тех законопроектов, еще что мы хотим, там указы, все такое. И приступим к делу. Мы сразу же предложили своих людей в рабочую группу, и опять тишина. С их стороны ни рабочей группы, ни людей в рабочую группу, ни даты начала работы этой рабочей группы. Вот такой мы прострации. Как на это реагирует турецкая сторона? Нет ли у них разочарования от такого сотрудничества с офисом президента? И не ставит ли это под срыв всю программу? Но там сотрудничество Украины с Турцией широкомасштабное, поэтому тут из-за этих квартир вряд ли они там что-то могут. Но у них тоже вызывает недоумение. Почему, скажем, украинское руководство не считается с нуждами самих крымских татар, а предлагает какие-то иные варианты, которые нас не устраивают. Или, скажем, такой формат. Они говорят, вот хотели бы вручить построенные квартиры, имеется в виду в Херсонской области, построить там город-сад для того, чтобы там показать, как крымские татары процветают в неоккупированной материковой части Украины. А я говорю им, там это прямо на встрече с Эрдоганом, я говорю, нам от этого совершенно не нужно. Потому что после деоккупации все крымские татары, если не 100%, то 99% будут возвращаться на свою родину. И те люди, которые получат квартиры вот этих турецких домов, они не будут собственниками этих домов. Да, если у них в Крыму нет своего жилья, им будет представлено право или обменять на жилье в Крыму, или же продать, купить такое же жилье у себя на родине. Поэтому здесь вот, ну, одно дело, скажем, ты продаешь дом в Херсонской области, и тоже и другое дело, ты продаешь дом или меняешь свою квартиру в Киеве. Куда больше перспектив, возможностей обмена. Ну, вот у нас такое, знаете, впечатление, что кто-то там в офисе президента вот это чисто гуманитарную проблему хочет как инструмент политики хочет использовать. Так а в чем политика-то? Ну как же, вот вручают ключи, вот там вот молодец администрация президента, вот они добились. Э, Там очень много нюансов таких, вот, которые можно использовать в пропагандистских целях.
Давайте поговорим о бюджете, который приняли на этой неделе народные депутаты. Ваша фракция не голосовала, но тем не менее, как вы оцениваете те статьи расхода, предусмотренные, ну, в общем, скажем так, на деоккупацию Крыма? Там по деоккупации Крыма отдельной статьи нет. Нет, да, я Но поэтому и говорю, если объединить финансирование там, на информационную безопасность, на финансирование Министерства по вопросам реинтеграции, на тоже обустройство крымских татар заложены деньги в бюджете, на компенсацию за аренду жилья. Вот как вы оцениваете э, качество этих сумм, скажем так, насколько они способны решать проблемы? там, когда министр финансов, по-моему, сказал одну мысль, что никто, ни одно ведомство недовольно. Ясное дело, потому что денег нет, недостаточно. Мы тоже, конечно, недовольны, но я смотрю на это так, что если бы, скажем, было большое количество денег, и вот нам на наши нужды не давали бы, то у нас было бы основание, конечно, для большого беспокойства. Но в то же время я бы, конечно, если бы я распределял бы этот бюджет, немножко было бы по-другому. Во-первых, на здравоохранение, на оборону я бы значительно больше выделил, чем сейчас она выделена. Правда, министр говорит, что на оборону выделено 5,9 валового национального продукта. Это действительно намного больше, чем в других странах, но учитывая то, что мы в состоянии войны, для нас это недостаточно. Есть претензии к этому бюджету, но в то же время я смотрю, какой огромный дефицит. Я очень боюсь, что вообще даже вот это, то, что заложено в эти средства, они будут выплачены или нет. Если оценивать этот год с точки зрения шагов по деоккупации Крыма, какие бы вы моменты отметили? Что было, чего больше было? Плюсов, минусов? Есть ли какие-то результаты? Ну, если говорить в целом, я думаю, самый большой плюс — это избрание нового президента Соединенных Штатов, потому что мы на него очень рассчитываем. И действительно, позиция Байдена по Крыму, по Украине более адекватная, чем у предыдущего президента. А что касается самих действий в Украине, я думаю, наибольшее это то, что мы сделали, это создание крымской платформы. А так более особо существенного мы не делаем. Но я думаю, что независимо от того, что мы делаем, все-таки деоккупация Крыма приближается шаг за шагом. В силу объективных причин, потому что так или иначе эти санкции, которые наложены на Россию, действуют. И я знаю, я планы знаю, что эти санкции ужесточатся. Поэтому 2021 год мы можем встречать с некоторым сдержанным оптимизмом. Какие надежды у вас на крымскую платформу? Но мы этот вопрос обсуждали, я помню, 12 ноября в Министерстве иностранных дел. Я предложил такую стратегию. Я говорю, вот послушайте, 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, крымскую резолюцию о том, что оккупация незаконна, грубое нарушение международного права, и предписывалось Российской Федерации немедленно освободить Крым, вывести свои войска. За эту резолюцию проголосовали 100 государств. Еще где-то полсотни государств воздержались по разным причинам. Где-то около 40 государств отсутствовали. Некоторые по политическим причинам отсутствовали. Но 100 государств, среди них самые такие весомые государства, в том числе Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, члены Евросоюза, они поддержали эту резолюцию. Так вот, говорю, мы сейчас направляем письма всем этим странам
Говорим, вот мы создаем платформу для обсуждения путей реализации решений Генеральной Ассамблеи ООН, которую вы поддержали, за которую вы проголосовали. И там на первом саммите, она будет нескольких уровней, в том числе на уровне высшего руководства, на уровне министра иностранных дел, на уровне экспертов, а мы тут еще зарегистрировали Крымскую платформу на уровне Верховной Рады, будут уже парламентские такие дискуссии на эту тему. Я думаю, что на первом уже саммите будет принята декларация. Я думаю, наподобие той декларации, которую в 2018 году принял Госдепартамент Соединенных Штатов. Потому что эти подписанты никогда ни при каких обстоятельствах не будут признавать законность оккупации и что настаивают на своем требовании освободить оккупированные территории. Ну и, видимо, можно говорить о каких-то совместных действиях, которые должны подтолкнуть Россию на то, что необходимо соблюдать международное право. Благодарю вас за то, что были с нами в эфире, за то, что уделили нам время и подробно рассказали о тех проблемах, которые волнуют, в том числе и... Всего доброго. Спасибо вам, Федор. Спасибо вам большое. Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, был с нами на связи, а мы продолжаем наш эфир и будем говорить, продолжать тему, связанную с правами человека в оккупированном Крыму, и с нашей борьбой за деоккупацию полуострова. И с нами на связи должен быть сейчас Григорий Перепелица, политолог, конфликтолог, международник, директор Института внешнеполитических исследований. Добрый вечер. Добрый вечер, Григорий, вы меня слышите, да? Так, добре чую. Уже конец года, и мы подводим определенные итоги, чтобы понять, каким он был. И вот с точки зрения наших действий, связанных с деоккупацией полуострова, как вы оцениваете результативність? Ну, треба сказати, що це дуже складна міжнародна проблема. Ну, это, конечно. І ці, безумовно, У вас пропал звук, мы вас не слышим. Возможно, надо как-то перенастроить связь, потому что звук... я вас добре чую. Теперь мы вас тоже слышим. У вас, видимо, что-то было с микрофоном. Так, можливо, так. Так от, це достатньо складна проблема, яка потребує, можливо, десятки років для її вирішення. І це залежить також не від України, а від того, як буде мінятися міжнародна ситуація і в якій ситуації опиниться сама Росія в майбутньому. Але те, що сьогодні робиться вже новою владою президента Зеленського, це кроки в правильному напрямку. Одна із них – це Кримська платформа, тому що про питання анексії вже почало забувати міжнародне співтовариство. І те, що робить наша дипломатія, це правильні кроки. Інша справа, яка результативність цього? Ну, в принципі, ми бачимо, що переважна більшість членів Організації Об'єднаних Націй підтримує резолюції, пов'язані з анексією, засудженням анексії Криму, порушенням прав кримських татар в Криму і української меншини. Все це робиться. І сьогодні ми бачимо також, що при приїзді делегації Туреччини, міністра національної оборони, міністра закордонних справ, президент Зеленський знову піднімав це ім'я. Це питання, вірніше, і треба сказати, що президент Туреччини Ердоган, він також докладає зусиль, ми це все побачили за минулі роки, що Туреччина не визнає цієї анексії Криму, вона засуджує її, і, безумовно, сам президент Туреччини намагається допомогти нам в звільненні наших бранців, особливо кримських татар. Какой еще потенциал не реализован во взаимоотношении нашей страны с Турцией? Где можно еще усилить, в каких направлениях работу, связанную с деоккупацией, скажем? Ми сьогодні бачимо
найбільш просунутою сферою нашого співробітництва це оборонно-промислова сфера, тому що тут є обопільний інтерес для поглиблення такого співробітництва. Військово-технічна сфера. З торговельною сферою не все так добре складається. І не випадково президент Зеленський поставив питання про доведення двостороннього товарообігу до 10 мільярдів доларів. Які тут є причини в економіці? Ну, ясно, що клімат інвестиційний не дуже сприятливий для заходу іноземних інвестицій, ми все це побачили. Тому Туреччину цікавлять перш за все передові технології і розміщення ринку для своєї продукції, перш за все воєнної продукції. І ми бачимо, що жовтневий договір в галузі воєнно-технічного співробітництва, він реалізується, власне, досить успішно, тому що в Україні ще залишились технології воєнного характеру. Туреччину це цікавить, ну і нас цікавить, звісно, виробництво турецької військової техніки. І в цьому сенсі, я думаю, наше тісні співробітництво буде продовжуватись. Більше того, ми підвищуємо цей рівень стратегічного партнерства. Рада вищого рівня також це достатньо пристойний політичний рівень політичного діалогу і рівень безпекового співробітництва. Що стосується гуманітарної сфери, ну ми вже говорили, це перш за все кримське питання, яке Туреччина завжди підтримує, і в цьому мені також здається є непоганий успіх. Економічна сфера, як ми бачимо, вона відстає сьогодні. Ну тут є багато причин. Часто, когда вспоминают о Турции и о ее президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, вспоминают удачные кейсы, связанные с освобождением наших политузников. Достаточно ли сейчас используется возможность такая турецкого президента для того, чтобы повлиять на президента России и освободить сотни крымских татар, которые находятся в российских тюрьмах? Ну, на заваді цьому є дві причини. Перше, що ми не можемо говорити, що на 100% наші інтереси збігаються. У Туреччини, окрім України, є свої інтереси, і в тому числі геополітичні інтереси, і інтереси пов'язані з Росією. І тут ми маємо це розуміти. Тому що ми бачимо, що Туреччина претендує на регіональне лідерство, і не тільки в регіоні Чорного моря, Чорноморсько-Каспійського регіону, а в регіоні Близького Сходу. І тому ми бачимо, що Туреччина також лавує, вона рахується з впливом Росії, геополітичним впливом Росії, з економікою Росії, тому що російські туристи, російський ринок приносить великі прибутки Туреччині, і Ердоган це має зважати. Тому, можливо, на тактичному плані у нас є збіг інтересів, в деяких сферах, як я вже сказав, є і на стратегічному рівні, але не все так просто співпадає. З іншого боку, ми маємо розуміти, що Путін зараз, в принципі, закрив питання повернення наших бранців, тому що це засіб тиску Росії на Україну. Вони бачать, що Україна більше всього зацікавлена в перемир'ї і в тому, щоб повертати наших бранців. Ну, якраз ці боліві точки Росія і використовується для свого тиску. І така позиція Росії також обмежує можливості Ердогана нам допомагати в поверненні цих бранців. А оскільки у нас тепер перемир'я, вірніше воно одностороннє перемир'я, Росію цікавить повернення наших бранців навіть не дії Ердогана, їй цікавить повернення своїх ФСБшників, які попадають в полон. Але оскільки українські воєнні підрозділи тепер на лінії фронту на Донбасі займають абсолютно пасивну позицію, то де ви їх наловите, цих тепер російських солдат? Ну, і вони побачили, що інтересу Росія не має,
зараз відносно обміну, і тому от така ситуація. Вони розглядають цей обмін як, так би мовити, як товар певний, як обмінний фонд. Якщо ми маємо обмінний фонд, то вони йдуть на такий обмін. Якщо ми не маємо, то от вони себе так ведуть, як зараз. Совет Европейского Союза продлил санкции, введенные в ответ на агрессивные действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине и нацеленные на отделение наших территорий. А санкции как раз направлены на некоторые отдельные сектора российской экономики еще на полгода, до 31 июля. И, как сказано в решении Совета ЕС, эти санкции были введены после того, как там оценили состояние выполнения Минских соглашений. И вот учитывая то, что они не в полном объеме выполняются Россией, лидеры единогласно приняли решение о продлении экономических санкций против России. Но что интересно в этой ситуации, президент России Владимир Путин, выступая на своей большой пресс-конференции, исключил пересмотр Минских соглашений без прямого диалога с ОРДЛО. Они не будут пересмотрены, не смогут быть пересмотрены, если якобы Украина не сядет за стол переговоров с боевиками. И не сможет Киев в одностороннем порядке изменить эти соглашения. Вот давайте послушаем, что сказал Путин по этому поводу. Но ничего не получается у них до сих пор. Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования. А когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться. Ну, не хватает, мне кажется, просто политического мужества. Оглядываться на крайние националистические силы. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического урегулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения. В одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса. Россия как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса, и это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, инфраструктурного характера вопросов и так далее. Мы без всяких сомнений, можете не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась. И, повторяю еще раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше. Вот о чем могут говорить такие заявления Путина? Вот что за этим может последовать? Ну, я скажу, що у Путіна не вистачає мужності визнати Росію агресором і міжнародним злочинцем, яку вона є. Тому що вона розв'язала цю війну, вона окупувала частину нашої території, далі веде цю війну і буде вести далі. Але вона не хоче брати на себе відповідальність за такий тяжкий міжнародний злочин. Тому що якщо вона це визнає, то ті санкції, як ви сказали, яку продовжив Європейський Союз, це будуть здаватися маленькими квіточками за реальну агресію. Тому Росія ніяким чином не хоче себе визнавати агресором і хоче перекласти, так би мовити, цю відповідальність на так зване ОРДЛО. Так представляючи як його суб'єктом цієї війни. Якщо ми визнаємо ОРДЛО або ДНР, ЛНР суб'єктом цього конфлікту, значить ми визнаємо цю війну російсько-українську не як міждержавну війну, як не міждержавний конфлікт, а як внутрішній конфлікт. В такому випадку всі санкції з Росії знімаються, а війна продовжується. Так, за допомогою 1-го і 2-го армійського корпусу сухопутних військ Російської Федерації, який там розміщений. Так? Тому от така позиція «нас там нет», вона цілком не влаштовує. Росія веде війну і практично ніякої серйозних втрат за це не несе. І відповідальності також. І Путін хоче далі продовжувати таку лінію.
Тому йому головне завдання, щоб ми визнали ОРДЛО як самостійного суб'єкта, як воюючу сторону. Так, і в цій ситуації таким чином ми повинні прийняти політичну капітуляцію, не тільки воєнну, а й політичну капітуляцію перед ОРДЛО і тиснути її в наше конституційне поле, як це передбачає Путін, ну, для того, щоб розвалити Україну як соборну суверенну державу. Тому що фактично це буде територія, яку ми фактично не будемо контролювати. Там буде залишатися, навіть відповідно до того закону, яку ми, власне, щойно продовжили по особливого статусу там окремих регіонів Донбасу. Так, там же все прописано, що вся влада залишається на місцях, на окупованій території. І міліція своя, прокуратура своя, все своє. Так, фактично ми втратимо суверенітет і ще до того і легітимізуємо цей суверенітет над цими втраченими територіями Донбасу. Но это же по красной линии, через которые мы не можем перейти. От іменно. Тому Путін стоїть на своєму. От он, хорошо, ви не хочете визнавати, буде далі війна. Будемо далі вбивати ваших солдат. Ну, тим більше, що ми об'явили одностороннє перемир'я і жодних втрат Росія в цій ситуації не несе, тільки наносить от нам такого роду втрат. Буквально в начале нашей беседы вы сказали, что как раз шаги Владимира Зеленского по деоккупации правильные, и мы идем в правильном направлении. А вот тут получается, что у нас одностороннее прекращение огня, что мы как-то реагируем на ту сторону, пытаемся найти какой-то диалог, а это приводит к тому, что Путин чувствует, это воспринимает как слабость и начинает давить еще жестче. Ну, коли я говорив, відповідав на ваше запитання, ми говорили про Крим, де територія анексована Росією офіційно, так, і всякі питання піднімати, вона відмовляється від будь-яких переговорів. У нас відносно Донбасу, у нас є тут певна комунікація, принаймні підтримання діалогу навіть в тому мінському форматі і нормандському форматі. Проблема наша в тому, що ми відділили проблему Криму від Донбасу. І далі ні в яких форматах Крим не присутній, переговорних з Росією. Розумієте, в чому проблема? Тому нам приходиться, що нам залишається? Нам приходиться тільки відбудовувати свої військово-морські сили, без яких ми нічого не зробимо в Чорному морі. Більше того, Росія ж не тільки Крим окупувала, вона і забрала у нас нашу морську економічну зону. І там добуває енергоресурси. Фактично, Росія запровадила проти нас часткову морську блокаду. Як в Керченському протоці, Азовському морі, так і в Чорному морі. В будь-який момент вона може трансформувати цю часткову блокаду в повну блокаду. Тому загроза для нас величезна. Без військово-морських сил ми тут нічого не зробимо. На Донбасі там інша ситуація. У нас все-таки є сухопутні війська, худо-бідно чимось є воювати на цій ситуації. Але наша проблема в тому, що ми абсолютно відмовляємося від силових засобів контрдії або протидії Російської Федерації на Донбаському фронті. І відтак ми говоримо, що ми тільки дипломатією будемо робити, тоді як дипломатія не поверне нам окупованих територій Донбасу і не поверне нам кордон. От в чому проблема. І Путін це чудово розуміє, тому він використовує такі силові засоби, розуміючи, що ми не будемо відповідати в такий контрсиловий засіб. Хоча можливості якраз на Донбасі у нас є для цього. Ну, оскільки ми проводимо таку пацифістську політику відносно от саме регіону Донбасу, то от маємо такий результат. Розумієте, Крим зовсім інша ситуація. Наша помилка в тому, що ми відірвали Крим від переговорного процесу і обмежились тільки Донбасом.
Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Григорий Перепелица, политолог, конфликтолог, международник и директор Института внешнеполитических исследований. Спасибо вам за то, что были с нами. А наше время в эфире подошло к концу. Благодарю всех, кто нас смотрел. Не переключайте, потому что эфир АТР продолжит программа Prime.